Вы смотрите новости в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Основные темы этого выпуска. В Республиканской клинической больнице номер 3 открылось отделение сестринского ухода для паллиативных больных. Теплые остановки – это необходимость. В Якутске состоялось открытие еще одной такой остановки. Сколько же их появится до конца этого года? Вокруг света, но не за 80 дней. Путешественник из Ростова-на-Дону автостопом добрался до Якутии. В республике остается напряженная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Среди заболевших продолжают выявляться внутрисемейные очаги заражения. За последние сутки в республике выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Самое большое количество заболевших приходится на город Якутск – 127 случаев, и Мегино-Кангаласский район – 13 случаев. 7 в Амгинском и Вилюйском районах, по 6 заболевших в Алданском и Нерюнгринском, по 5 в Верхоянском, Намском и Татинском районах. И еще в 18 районах республики выявлено от 1 до 4 заболевших. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, который издан вчера, на территории республики продлен режим повышенной готовности по 31 октября 2021 года. В целом, среди тех ограничительных мер, которые действовали до настоящего периода, введено ряд мер дополнительного характера, прежде всего направленных на ограничение осуществления массовых мероприятий, независимо от количества участников. В связи с чем необходимо обратить внимание, что учреждения культуры, объекты спорта для населения продолжают работать в тех условиях, которые определены для них с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм по своим планам. Необходимо обратить внимание также, что не менее 50% работников тех организаций, которые не относятся, работники которых не относятся к лицам, для которых введена обязательная вакцинация, рекомендуется не менее 50% работников перевести на дистанционную форму работы. Между тем, в Якутске состоялось открытие отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3 для паллиативных больных. В новом стационаре предусмотрено 15 коек для тяжелобольных пациентов. Среди них люди с различными формами деменции, последствиями инсульта и перенесшие ковид-инфекцию. Также реабилитацию здесь проходят и пациенты пожилого возраста по социально-психологическим показаниям. Кроме врача и медсестер, лечение назначают и специалисты узкого профиля больницы номер 3. Это хирург, психиатр, врач физической и реабилитационной медицины. Порядка 8 лет назад в республике был принят федеральный закон о медико-социальной помощи лиц пожилого возраста. И вот один из этих проектов сегодня здесь реализуется, потому что объединить эти усилия, наверное, это один из таких серьезных вещей. Кроме того, вторым моментом, здесь работает не только медицинское учреждение, но и совместно с автономной некоммерческой организацией, которая является победителем фонда президентских грантов. К другим темам. Сегодня на территории Центрального округа состоялось открытие еще одной теплой остановки. В условиях Якутии такие остановки являются необходимостью и служат удобством для горожан, пользующихся услугами общественного транспорта. Остановку на обслуживание передадут Анабарскому национальному улусу, который решил здесь реализовывать свою продукцию. Это стало возможным в рамках межмуниципальных соглашений. Такую же остановку открыли и по улице Лермонтова на остановке «Жилищный департамент», где также работают предприниматели из Намского района. Всего до конца года планируется открытие 20 таких остановок по всему городу. Их эксплуатацией займется Якутская пассажирская автотранспортная компания, и они также будут предоставлять предпринимателя из разных районов. В 2021 году планируется ввод 17 остановок теплых. И одним из новшеств сегодня является то, что в рамках межулусного взаимодействия предоставляется теплая остановка и закрепляется за улусами нашей республики. Для того, чтобы они организовали работу торговых площадей, в которых будет реализовываться местная, высококачественная, экологически чистая продукция наших районов круглогодично.
Центральная библиотека Алданского района открыла свои двери после переформатирования. Выйти на уровень модульной библиотеки помогло участие в национальном проекте «Культура». Новый облик Некрасовки предстал в плоскости открытого пространства, в котором побывал Руслан Павлов. Галина Очкасова – ровесница Алданской библиотеки. Она до сих пор помнит первую свою книгу, которую взяла в учреждении. Ой, я училась в 3-й школе, и первая книжка у меня была «Мифы». Вот как эти змеи. Там это медуза Горгона с этими змеями. Вместо волос у нее змеи. Это на меня такое впечатление произвело, что я с тех пор стала читательницей. До сих пор читаете? До сих пор. Галина Михайловна стала почетной гостьей на открытии одной из первых в республике модульной библиотеки, которой стала именно Некрасовка. Новый формат библиотека приобрела благодаря участию в национальном проекте «Культура». Библиотеки меняются, идут в ногу со временем. Подспорьем в этом является национальный проект «Культура», в котором мы приняли участие в 2020 году. В 2021 году мы получили финансирование федеральное в размере 10 миллионов рублей. Ну и сегодня вы можете видеть, как преобразилась наша библиотека. Молодежи здесь будет место? Я очень на это надеюсь, что наша библиотека станет центром живого человеческого общения и центром притяжения для молодежи. Дизайнерское решение нового облика Некрасовки лежит в плоскости открытого пространства. Оно позволяет мобильно менять обстановку для проведения тех или иных мероприятий. Сегодня здесь оборудованы зоны тихого чтения, коворкинга, библиокафе, студия звукозаписи, VR-комната, игровая смарт-лаборатория с 3D-оборудованием и всем, что необходимо для занятий робототехникой. В актовом зале установлен светодиодный экран. Предполагается работа клубов по интересам, где желающие могут поделиться с земляками своими умениями в той или иной сфере. Библиотеки сегодня выходят на конкурентную среду с домами культуры, с театрами. Они превращаются в пространство для общения. Человек же что-то какое, он не любит только быть одиночеством. Одним. И общение – это главная суть того, что мы называемся человеком. И сегодня библиотеки становятся пространством для общения. В свои 85 библиотека видит перспективы дальнейшего развития в сочетании современных технологий, информационных форм и методов работы с традициями прошлого. Библиотека открыта обществу и стремится к тому, чтобы быть привлекательной для самых разных людей, удовлетворяя разнообразные потребности своих читателей, оставаться для них источником знаний и информации, местом духовного, интеллектуального и человеческого общения. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Путешественник из Ростова-на-Дону автостопом добрался до Якутии. Иван Шматов уже второй год совершает кругосветное путешествие. В планах у Ивана отправиться в Колымский край, Магаданскую область, а затем посетить Камчатку. На сегодняшний день путешественник посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Путешествует преимущественно автостопом. Якутию посетил впервые, на днях побывал в комплексе «Царство вечной мерзлоты» и Кангаласский мыс. Менталитет людей, вот я что заметил, дальнобойщики, они все с друг другом вот так вот здороваются, когда едут. То есть на Западе такое не характерно. На Западе, если люди будут так смотреть на тебя с опаской, типа, что какой-то чувак едет, там, я лучше проеду мимо и не остановлюсь, то вот здесь это как-то более лояльно, что ли. То есть люди понимают, что если тебя не подобрать, то он замерзнет, или его медведи сидят, или еще что-то. Хотел бы, конечно, Ленские столбы посмотреть. То есть это тоже одна из достопримечательностей, так сказать, Якутии. И вот город Мирный еще, там вот где алмазы добывают, такой большой кратер, тоже хочется посмотреть. Самый пожилой водитель России Иван Курбаков. Ему 100 лет, он живет в Геленджике и до сих пор водит старенький внедорожник. По данным Росстата, средний возраст водителей в России составляет 36 лет. Одни считают, что водитель в преклонном возрасте – это опасно, ссылаясь на зрение и слабые сосуды. Но другие же, напротив, уверены, что возраст не помеха, и пожилые водители гораздо более внимательны. Наши коллеги познакомились с героиней, которая, несмотря на возраст, все-таки решила сесть за руль автомобиля. Подробности далее. С Валентиной Медецкой ездить не страшно. Она все правила дорожного движения знает на зубок. В повороты входит плавно. Валентина Михайловна – самая взрослая выпускница автошколы МРТК за всю ее историю. Валентина Медецкая не из робкого десятка. Сесть за руль автомобиля мечтала с молодости. Муж отговаривал, мол, не женское это дело баранку крутить.
Однако к своей мечте пришла, пусть и в 72 года. Инструктор зрелую ученицу считает редким экземпляром. И в возрасте уже они более ответственность, относятся ответственнее на все задания, на все правила, теоретические правила, вот это ПДД, все. А молодые как бы быстро все подхватывают, но бывает и неответственно. Средний возраст водителей в России 36 лет. По данным Автостата, именно в этом возрасте люди приходят учиться и сдавать на права. Водителей, которым за 50, всего 7%. В России права может получить гражданин любого возраста, если он проходит медосмотр. Некоторые мирницы считают, вождению все возрасты покорны. Ну, смотри, как человек себя чувствует, какое состояние здоровья у него. От этого зависит, если он в порядке. То почему нет? Почему бы нет? Конечно, стоит, если человек в состоянии. Ну, в 100 лет, конечно, это бессмысленно, а я бы получила. Как говорил оратор Римской империи Квинтилиан, учиться никогда не поздно. Тем более у нашей героини есть веская причина водить авто. Очень любит охоту и рыбалку. Каждый сезон, вот уже 50 лет, с мужем покоряют тайгу. Мы все время вдвоем ездим в тайгу. И иногда бывает очень даже не штатные ситуации. Колесо прокололось, да? Где-то мы напоролись на что-то, на пенек залезли или еще что-то. Где-то надо подвернуть, предположим, убить того же глухаря, да? Ружьем. И поэтому вот обязательно нужно, чтобы еще жена умела водить. А поэтому, мне кажется, женщина сейчас, и поэтому мне сам Бог велел научиться. Учиться в преклонном возрасте несложно. Валентина Михайловна доказала на своем примере. Экзамен по теории сдала с первого раза на отлично. А ведь нужно было выучить 800 билетов. И инструкторы Валентина Михайловна уверены, к концу октября женщина получит заветные права и будет катать не только мужа на охоту, но и детей с внуками. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В завершении выпуска новости спорта. Нерюнгринка Мария Мифтахова стала победителем турнира «Золотой тигр». Этап международного гран-при по силовым и боевым видам спорта проходил 25-26 сентября в городе Екатеринбурге. В играх приняли участие национальные и международные чемпионы и рекордсмены по 38 видам спорта. Мастера спорта международного класса, элита российского и международного спорта из 15 стран. Якутию в гиревом спорте представила спортсменка Мария Мифтахова и выиграла 2 первых места в категории женщины до 58 килограммов. Я выступала в упражнении «Толчок». Двухгир 12 килограмм толкала 10 минут. Мой результат 104 подъема. И стала первой в своей категории. Второе упражнение – это было армейский рывок. 12 минут регламент выступления. Я рвала гирю 16 килограмм. Сделала 276 рывков. Также стала первой в своей категории женщины. Очень рада такому событию, потому что впервые я попала на этот турнир благодаря нерюнгринской администрации, нерюнгринской поддержке. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч в эфире.